Наша цель – вернуть Крым. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на 12-м форуме «Ялтинская европейская стратегия», который стартовал в Киеве. Форум объединяет политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов. Обсуждает вопросы стратегических отношений Украины и мирового сообщества. Ялтинская европейская стратегия не в Крыму, а в Киеве. Полуостров оккупирован, и уже второй год подряд участники собираются на материке. Тема 12-го форума «В зоне риска. Как судьба новой Украины влияет на Европу и мир». It's an honor to me to open the 12th Yalta European Strategy meeting. Президент Петр Порошенко призвал Запад сохранить и усилить санкции против России, если будет продолжаться аннексия Крыма и конфликт на Донбассе. Мы должны четко определить, что действующие санкции остаются до тех пор, пока Россия оккупирует Крым и поддерживает нестабильность на Донбассе. Но также будут введены усиленные ограниченные меры, если Россия и дальше будет препятствовать процессу мирного урегулирования. Европе не хватает единства относительно агрессивной политики России. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин. НАТО, в отличие от ЕС, придерживается четкой позиции относительно агрессора. НАТО сделало значительно больше, чем ЕС, поскольку в Евросоюзе у нас пока нет цельной и комплексной политики в отношении России. Да, есть линия ЕС на сохранение санкций, и мы благодарны за это, но комплексного подхода в ЕС нет. В ходе дискуссии о проблеме безопасности экс-президент Латвии Вайра Вики-Фрайберга, говоря о России, подчеркнула, что Европа граничит со страной с психическим расстройством, и это представляет угрозу всему миру. Если вы считаете, что можете понять чувства людей с психическими расстройствами, это не так. Ошибка считать, что на мир в мире не влияют параноидальные наклонности. Зная это, необходимо предпринять меры для защиты. После выступления на ЕС Порошенко подчеркнул, Россия причастна к раскачиванию ситуации внутри Украины. И пока иностранные войска находятся на территории Украины и оккупируют ее, это остается главной проблемой на сегодняшний день. Жодної альтернативи мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення цих територій не існує. Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону є ключовими елементами мінських домовленостей і мирного плану, яким ми будемо добиватися. Завтра на форуме поднимут вопрос об аннексии Крыма и как Украина должна действовать в сложившейся ситуации. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.